О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ранняя диагностика и своевременное лечение – признак здоровья и долгой жизни. Кардиососудистый центр в Якутске работает больше года. Как лечат пациентов с заболеваниями сердца в передовом центре медицины Якутии. В Ленске продолжается диспансеризация взрослого населения, но ленчане не стремятся пройти профилактическое обследование. Расскажем подробности медосмотров. В Алдане завершились учебно-тренировочные сборы бойцов юнармии. В этом году приняли участие порядка 150 человек. Какая она современная армейская служба? Архитекторы собрались на Якутском архитектурно-строительном форуме. В Якутск приехали специалисты строительства из регионов России. Какие темы в приоритете? Весна – время не только перемен, но и больших премьер. Театр оперы и балета имени Сурона Малона готовит оперу Евгения Онеги. До премьеры осталось буквально несколько дней. Покажем детали подготовки. Аналитики делают предположения о содержании послания президента в этом году. Предполагается, что Владимир Путин выскажется о внешней политике, спецоперации. Что касается внутренней политики, то президент, по мнению аналитиков, затронет тему увеличения продолжительности качества жизни. Отсюда будут поручения по развитию современной первичной сети здравоохранения, активной борьбе с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитии массового спорта и ЗОЖ. Для развития экономики необходим демографический рывок, предполагают новые меры поддержки семей и многодетности. Напомним, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию завтра, 29 февраля. Я бы хотела, чтобы в своем послании Владимир Владимирович Путин обратил особое внимание на проблемы молодежи, на поддержку молодежных центров. Я сама являюсь представителем молодежного движения первых и не понаслышке знаю, как это важно, особенно в наше время, поддержать наших ребят. Как представитель IT-сферы, я считаю, что было бы очевидно и правильным, если в ближайшее время были выделены средства и направлены силы на развитие отечественных информационных технологий. Может быть, налажено производство отсутствующих в России компонентов и модернизация уже имеющихся технологий. IT-сфера в России и в мире активно развивается. Нам необходимо не отставать от зарубежных производителей подобных продуктов. И мне, как специалисту по информационным технологиям, кажется правильное развитие этого направления. Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович обратил внимание на систему здравоохранения не только в больших городах, но и в регионах, таких как у нас, да, в Южной Якутии. На самом деле медицина сейчас очень сильно страдает. Нехватка специалистов, нехватка технического оснащения, лабораторий и прочего. То есть бывает даже такой момент, что у нас нет доктора какого-то определенного узконаправленного, потому что не хватает численности населения в городе. И мы вынуждены ездить в другие города, посещать других специалистов, чтобы пойти к определенному доктору. Медпункт аэропорта Якутск в прошлом году обслужил более 5000 пассажиров. Это число превышает показатели предыдущих лет. А 1 апреля аэропорт перейдет на летнее расписание. Число рейсов увеличится примерно в 3 раза. Соответственно, повысится потребность в предоставлении помощи медицинской бригады. Подробнее об обслуживании маломобильных граждан в сюжете Марферины Алексеевны. В аэропорту Якутска медпункт для обслуживания пассажиров, нуждающихся в медицинском сопровождении, работает в круглосуточном режиме. Есть отдельный зал ожидания, отдельный выход на посадку с пунктом досмотра. Помогают всем, кто в этом нуждается. Гражданам с ограниченными возможностями здоровья, людям после операции, тем, кто путешествует на костылях или просто пожилым людям, нуждающимся в дополнительном внимании. Сейчас мы идем встречать маломобильного через телетрап. Также мы встречаем маломобильных на амбулифте. Такая машина у нас есть. Помимо этого мы сопровождаем маломобильных через амбулифт и по трапу. Нагрузка у нас, по идее, средняя. В день бывает обращений 10-15. Если при посадке или высадке пассажиров с рейса не предусмотрен трап, то маломобильных граждан транспортируют на специальных амбулифтах для подъема инвалидов-колясочников и пассажиров на носилках.
С помощью специального узкого кресла-коляски осуществляется погрузка и выгрузка, а также сопровождение до места в салоне самолета инвалида с проблемами опорно-двигательного аппарата. Меня родственники попросили, чтобы я бабушку проводила до аэропорта. И, соответственно, я узнала, что здесь есть медпункт, где принимают вот старых пожилых людей и сопровождение полностью до конца. И переживаешь же обычно за старых людей, что у них давление и прочее, да. И в данном случае вот есть такой медпункт, и не переживаешь. Заявку на сопровождение и на проезд личного транспорта до входа в терминал можно подать через диспетчера. Также о необходимости сопровождения можно сообщить при покупке билета. Работаем через диспетчера, и к нам вот это расписание полета появляется в компьютере ремарка, что на каком-то рейсе летит сколько-то маломобильных пассажиров различных патологий, да, и может быть этот колясочник, который может быть слабовидящий, абсолютно невидящий. Есть некоторые, которые нуждаются в сопровождении фельдшера. И в таких случаях нам легче, мы уже знаем, готовимся. А подходят много часто, просто регистрация проходит, и оттуда к нам направляют вот этих пожилых, больных. У нас нет моментов отказать маломобильному пассажиру. О необходимости развивать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья говорит президент России Владимир Путин. Также он отмечает, что в современной России отношение к людям с особенностью по здоровью изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Марфирина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. Кардиохирурги Московского медуниверситета имени Сеченова разработали первый в мире аортальные клапаны из донорского перикарда. Разработка уникальна специальным методом обработки биологического материала и раствора для его хранения, благодаря которому составные элементы клапана не огладывают кальций, что является одной из частых проблем при имплантации биологических протезов. Кроме того, предполагаемый срок службы изделия на 40% больше, чем у протезов аортального клапана, представленных на сегодня. Это увеличивает вероятность пожизненной установки клапана пациенту. А проведение плановой диагностики и оперативное реагирование на проблемы со здоровьем – это главные цели работы кардиососудистого центра Национального центра медицины в Якутске. Об экстренной и плановой кардиологической помощи и о работе центра расскажет Вероника Таюрская. Кардиососудистый центр с сверхточным оборудованием позволяет проводить сложные и порой даже уникальные операции. Наталья Алюнина была экстренно госпитализирована санавиацией из города Алдан в кардиососудистый центр. Ей был поставлен диагноз ишемическая болезнь сердца. Но благодаря четким и последовательным действиям врачей сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Приняли очень замечательно. Такие профессионалы молодцы. Быстро оказали экстренную помощь. Я им очень благодарна. Очень хорошо все рассказывают доступным языком. То есть там не профессионалам непонятен их сленг, да? То есть они очень хорошо все рассказывают полностью про болезнь. В общем, я очень благодарна. Весь персонал отличный, весь. Другого пациента госпитализировали из поселка Нижний Куранах. Сначала Борис Факилов не придал большого значения болям в груди. Но уже с утра боль не отступила, из-за чего он вызвал скорую помощь, которая доставила в больницу, а впоследствии санрейсом в Якутск. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и надеется на скорейшую выписку. С четверга на пятницу полетел вертолет. В Алдан привез сюда 3 человек, нас из Алдана в Якутск. И в пятницу с утра мне делали операцию. Поставили точно 1 стенд, но может быть 2 даже, точно не скажу. Всего с момента открытия нового кардиососудистого центра бригада врачей отделения для больных с острым корональным синдромом провела свыше 600 операций. Как отметили врачи, в последнее время снизилось число больных с сердечными заболеваниями. Пациенты у нас поступают по линии санавиации и по скорой медицинской помощи. За это время у нас поступило порядка 1500 человек. Из них 90% это экстренные пациенты с острым инфарктом, с нестабильной стенокардией и пациенты, нуждающиеся в проведении экстренных коронарных вмешательств. По итогам прошедшего года по экстренным обращениям было обслужено порядка 800 пациентов.
По плановому приему принято свыше 3000 человек с признаками инфаркта и инсульта со всей республики. Такие показатели стали возможным в том числе и благодаря хорошей медицинской логистике. Возможности кардиососудистого центра – это прежде всего высокотехнологичное и экспертное оборудование медицинское на уровне мировых стандартов и работающие здесь высококвалифицированные медицинские кадры, врачи, средний медицинский персонал. Ранняя диагностика и своевременное лечение – признак здоровья и долгой жизни. А сверхточное оборудование и врачи-профессионалы помогут в этом деле. Вероника Таюрская, Живустан Иннокентьев, Якутск. Ну а в Ленске продолжается диспансеризация взрослого населения, но ленчане не стремятся пройти профилактическое обследование. Хотя профилактика – наше все. Чем раньше выявили болезнь, тем легче вылечить. Для удобства населения кабинет диспансеризации работает с утра до вечера, каждый день, теперь и в субботу. Подробности осмотров у Светланы Балеевой. Мария Захарова проходит профилактическое обследование ежегодно. Девушка следит за своим здоровьем. При осмотре специалист выявил у Марии повышенное артериальное давление. Пациентка призналась, что принимает на постоянной основе препараты, его понижающие. Девушке измерили рост, вес и отправили сдавать анализы. Чтобы здоровье свое проверить, я прихожу, специально, знаю свое время, и вот сегодня пришла. ЭКГ, анализ крови уже сдала, еще по женскому мне надо пройти. Также специалисты посоветовали пациентке проконсультироваться с хирургами из РБ-2, которые как раз сейчас работают у нас в районе. У меня желчекаменная болезнь. Говорят, они у нас оперируют. Рекомендации дали, все рассказали, как мне все сделать. И вот я начинаю проходить и записаться к хирургу запишусь, чтобы уже проверили меня. Сказали, будут оперировать. Более активно проходят диспансеризацию пенсионеры. Они в день нашей съемки шли один за одним. Давление 150 на 80. Немножко у вас повышается давление. Так, вы направление написали. Вы пойдете делать кардиограмму. Для удобства населения забор анализов производится тут же. ЭКГ и вовсе рядом с кабинетом профосмотра. Но узких специалистов придется пройти в поликлинике и женской консультации. У кого-то только анализ крови, глюкоза и холестерин, а у кого-то расширенная. Там и маммография. Все проходят женщины-гинеколога. Так? Калный цигелист – это после 40 лет. Дело в том, что калный цигелист почему-то наше население не хочет сдавать. А это считается онкоскрининг. То есть мы выявляем, если там геморрой, если там полипы или какие-то язвенные заболевания кишечника. Это очень серьезный анализ. Пройти диспансеризацию должен каждый. Особенно это касается возрастной группы с 40 до 65 лет. Профилактический осмотр важен. Он позволяет выявить заболевания на ранних сроках, не допустить развития болезни и как можно скорее начать лечение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. В Сахагимназии установили парту героя и стенд героев ДНР. Сахагимназия присоединилась к всероссийскому образовательному проекту. Парту героя посвятили бойцу Росгвардии Андрею Щепкову. Сидеть за партой героя будут только те ученики, которые имеют достижения в учебе, активно принимают участие в жизни класса, школы и города. Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое. 22 июня 2022 года Андрей Щепков погиб на территории проведения СВО в составе сводного отряда ОМОН «Бизон» Росгвардии. Указом президента за проявленное мужество, смелость и отвагу награжден орденом мужества. Он был очень активным отцом, который способствовал тоже для развития наших ребят в их физической подготовке и духовно-нравственном воспитании. Сегодня у нас присутствуют гости. Это наши выпускники, которые побывали уже в военных действиях Донецка, родители, матери, а также наши бабушки, которые очень любезно согласились сегодня поприсутствовать на таком замечательном мероприятии. В Алдане завершились учебно-тренировочные сборы бойцов юнармии. В этом году в учениях приняли участие порядка 150 человек. К алданским бойцам присоединились ребята из других районов Якутии. Какая она армейская служба? Впечатлениями юные защитники отчизны поделились с нашими корреспондентами. К
К защите Родины готовы. Учебно-тренировочные сборы бойцов юнармии завершились. В течение 4 дней школьники и студенты выполняли задания, требующие как физической подготовки, выносливости и ловкости, так и обширных знаний. Основной и главной целью таких сборов является формирование и развитие юноармейского движения, значит, на территории нашей России, воспитание патриотического отношения нашей молодежи, значит, ведение здорового образа жизни, ну и приобретение понятий о нашей воинской службе. Теоретические курсы, тактические задачи, силовые тренировки. Бойцов ожидала масса самых разных испытаний. На сборах все было по-настоящему, как в армии. Программа учений также включила соревнования, игры и культурный отдых. Одним из этапов учений стала стрельба из пневматической винтовки и в электронном тире. Кроме того, ребятам предстояло выполнить сборку и разборку автоматов, а также комплекс упражнений с оружием. Юнармейцам очень интересно. В любом случае, любая игра связана с военной, с тактикой, с оружием. Это для юнармейца это очень интересно, очень поучительно. В этом году учения для юных патриотов, инициатором и главным организатором проведения которых выступает Политехнический техникум, прошли во 2-й раз. В учениях силы испытали почти 150 человек. К алданским бойцам присоединились ребята из Нерюнгринского и Тампонского районов. Это мои самые первые были сборы. Я ни разу вообще не ощущал ни такой подготовки. Я не был ни юнармейцем. Я не знал, что такое вот как военная дисциплина. Абсолютно ничего такого не было. Я за эти 3 дня многое узнал. Неотъемлемым атрибутом зимних сборов являются полевые учения. В этот день погода не подвела, и дела у бойцов спорились замечательно. Трудности не обескураживали. Новые для себя навыки ребята осваивали быстро. А свежезаваренный чай оказался непередаваемо вкусным. Финальной нотой слета стало написание писем солдатам, которые сейчас обеспечивают безопасность страны. Столько эмоций, столько дружбы, столько завязываются общения. Они потом годами переписываются, и потом на следующий год они хотят сюда приехать, просто попасть туда же, встретиться, поздороваться с теми же детьми. По мнению командиров, наиболее ценным стало общение молодежи. Подростки быстро подружились и обнаружили массу общих интересов. Прощаясь, ребята и педагоги выразили уверенность, что слет уже стал традиционным, и через год команды встретятся вновь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Эксперты, спикеры и архитекторы участвуют в Якутском архитектурно-строительном форуме. Собрались единомышленники не только из Якутска, но и районов республики, а также регионов России. Подробности форума в сюжете Даяны Федоровой. В рамках Якутского архитектурно-строительного форума основными темами для обсуждения стали главные достижения в сфере архитектуры и дизайна, взгляд в будущее и новые проекты. Без прошлого нет будущего. И мы, опять же повторюсь, это итоги прошлого, которые перейдут рассмотрение мастер-планов. Напоминаю, что Якутия на Дальнем Востоке является лидером по разработке мастер-планов. Это стратегические документы, которые как раз показывают, что наше муниципальное образование заранее понимают и рассматривают, как их территории будут развиваться. Также на форуме подвели итоги реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда в Якутии за 5 лет». Напомним, нацпроект был инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Мы в рамках формирования комфортной городской среды благоустроили центр города, исторический парк Спасское селение. Это первый проект-победитель конкурса «Малые города. Исторические поселения» 2018 года. Далее мы сейчас продолжаем концепцию благоустройства нашего города. В прошлом году мы благоустроили Мариинский сквер, это тоже исторический центр города. В этом году завершаем 2-й этап благоустройства городского парка. В течение 2 дней ведущие спикеры выступят на стратегических и пленарных сессиях. Участники посетят творческие встречи, турниры и выставки лучших проектов в сфере архитектуры и дизайна. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Продолжается региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Сегодня шли соревнования по блоку образования, где участвуют 42 студента и 14 школьников. Они демонстрируют свои навыки по 8 компетенциям. Это дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физкультура, спорт и фитнес. В этом году участники соревнуются по новым компетенциям. Дополнительное образование для взрослых и детей, а также деятельность вожатых.
Отметим, чемпионат по блоку образования продлится до 3 марта. За это время конкурсанты из Намского, Вилюйского и Якутского педколледжей покажут, как освоили профессию. В настоящее время женщина за рулем автомобиля никого не удивляет. Более того, женщины встречаются среди водителей такси, городского транспорта и даже могут быть инструкторами по вождению. Наши нерюнгринские коллеги встретились и пообщались с таким автоинструктором. С каждым годом все больше и больше нерюнгринцев принимают решение пройти обучение в автошколе и получить заветное водительское удостоверение. Причем доходит до того, что люди стоят в очереди на обучение по нескольку месяцев. И если в ситуации с изучением правил дорожного движения ответственность больше лежит на самом курсанте, то практические занятия целиком и полностью зависят от автомобильного инструктора. Профессия автоинструктора изначально считалась мужской, но все меняется, и женщины уверенно покоряют дороги даже в этом амплуа. И если еще лет 15 назад представительницы прекрасного пола были редкими гостями автошкол, то сейчас число девушек в учебных группах порой превышает количество парней. И неудивительно, что среди наставников появляется все больше женщин. Предложили знакомые, предложили просто ради шутки. Я задумалась, а почему бы и нет. Решила попробовать. Попробовала, понравилось. Работа очень нравится. Но сейчас такого мужских, женских особо профессий нету. Большинство профессий, которые раньше занимали должности мужчины, сейчас работают женщины. И с детства я увлекалась больше машинами, поэтому для меня эта профессия вполне подходит. Считается, что женщины-инструкторы значительно отличаются от своих коллег-мужчин. Так, например, двум дамам проще найти общий язык и взаимодействовать в тесном и порой таком непростом с точки зрения обучения пространстве автомобиля. Ученицы ценят в своих наставниках женского пола их помощь в преодолении страха перед управлением автомобилем и загруженным городским движением. Александра, внимательно посмотрите, вы проехали полностью. Не надо переключать передачу, ровно рулевое поставьте колесо. Оно не параллельно заднему колесу, то есть вы дальше проехали. То есть нам сейчас ровным колесом подъехать к нему так, чтобы параллельно. Если вы сейчас рулевое выкрутите, то мы его собьем. Я сейчас уже обучаюсь около 3 месяцев. Первое впечатление было что женщина. Было страшно, конечно. Думала, у меня не получится с женщиной-инструктором, но с ней не так волнительно, не так страшно. Более можно проще найти общий язык. В принципе, никаких претензий нет. С Олесей Владимировной мне намного комфортней. Она проще и доступно мне объясняет. Все мне понятно. В любом случае, настоящие профессионалы своего дела, независимо от того, мужчина это или женщина, всегда найдут правильный подход к каждому ученику. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Весна – время не только перемен, но и больших премьер. Театр оперы и балета имени Соруно Малона готовит оперу «Евгений Онегин». До премьеры осталось буквально несколько дней. Декорации готовы, костюмы отшиты, актеры вовсю репетируют свои партии. На репетицию заглянул и мой коллега Петр Васильев. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Его пример другим наука: о боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь. Так начинается известный роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», и именно по нему театр оперы и балета готовит постановку на суд массового якутского зрителя. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Молодой повеса, опытный сердцеед и эгоист, любитель пиршеств, балов и дуэлей. И таким предстает у Пушкина главный герой романа, которому предстоит пройти множество испытаний и метаморфоз. Его роль в оперной постановке досталась Алексею Иванову. Он признается, роман читал, в роль попадать было сложно, но помогло наставничество режиссеров. Причем для молодого актера это еще и первая главная роль. Начал работать как солист в этом году, только в январе. И мой первый, большой выход, получается, Евгений Онегин. И прям таких ролей я пока не исполнял, но имеется в виду крупных. Волнение, конечно, есть. Всегда бывает, даже во время спектакля, но стараемся их преодолеть. В
целом, ставка на молодых актеров этой постановки есть одна из фишек всей оперы. Партии Татьяны, Владимира, Ольги исполняют новые лица, работа с которыми велась непосредственно в стенах театра. В течение нескольких месяцев так называемая стажерская группа училась азам у мэтров большой сцены. Для наших молодых солистов, для повышения профессионального уровня мы решили открыть стажерскую группу. И там мы разучиваем партии, и арии, кто на конкурсах будет участвовать. И, естественно, работаем над техникой, над образами, над музыкальностью, над грамотностью и так далее. Как признаются постановщики, «Онегин» своего рода золотой стандарт для любого театра нашей страны. Особенно сложно и интересно поставить его в так называемой классической форме, с живым оркестром на музыку Чайковского. Именно эту синергию новой формы и классического содержания и увидит якутский зритель. У нас будет премьера, мы выйдем на зрителя, и мне сказали, что зал 2 числа уже забит, 3 успешно расходятся билеты. Но еще есть. А это совсем рядом. Это буквально конец недели. Премьерные спектакли запланированы на 2 и 3 марта. Там зритель сможет ознакомиться со всеми метаморфозами главных героев и насладиться уже ставшими классикой мелодиями. Петр Васильев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.